Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve mevzumuzda pek mühim. Bugün biz bala edebiyatının özgünlüğü hakkında laf edeceğimiz ve yayınımızın misafiri bala yazıcısı Kırım Junior Leyhan'ın yol başçısı Susana Hanım Cemilova. Selam aleyküm Susana Hanım. Aleyküm selam. Susana Hanım, siz mına sonki yıllar devamında balalarga kitaplar yazasınız ve balalar seve-seve okuylar. Kırım'da sizin kitaplarını pek seveler. Yazgan kitaplarından bu Yer Astı Ateşinin Sırrı ve Balıkçıklarının Maceraları. Bu hikayeler ne hakkında ve bu masal hikayelerden balalar ne öğrenebilirler? Книги, которые вы упомянули, это книги из одной серии. «Balıkçıkların Maceraları», «Приключения фасолинки» и «Yer Astı Ateşinin Sırrı», «Тайна подземного огня». Будет также и третья книга, которая условно сейчас называется «Волшебная сито Калахаяна». Эти все книги имеют одних и тех же героев. Это девочка Лена и мальчик Энвер, друзья. Книга о том, как друзья сталкиваются с существующим параллельно в Крыму волшебным миром. Волшебный мир, который проник Крым от различных напастей, которые помогают Крыму. И знакомясь с этим волшебным миром, дети учатся любить свой родной край, они учатся, как правильно к нему относиться, как его беречь. Но, конечно, книгу нельзя написать в виде лекции по экологии, поэтому книги написаны как приключения в том жанре, который дети любят, с элементами фэнтези, поэтому они называются сказочными повестями. И во время этих приключений дети узнают очень много разных мест в Крыму. У меня была такая цель, чтобы именно показать, что сам Крым в такой степени интересный, что не нужно никуда ехать для каких-то приключений. Все приключения должны быть в Крыму, и можно иметь такие приключения, как нигде в мире. Дети знакомятся с разными местами. Если мы возьмем Balıkçıkların Maceraları, они знакомятся с побережьем Крыма в основном, а в Yer Astı Ateşinin Sırrı они знакомятся с подземным миром, с пещерами Крыма. Также это книга о дружбе. Как проверяются друзья в тяжелых разных ситуациях, как они поддерживают друг друга и так далее. И еще в книгах есть много этнических элементов. Во-первых, они построены на 3 доисламских праздниках наших. Первая книга — это про Хадерлес, вторая — Наврез, и третья будет про Дервизу, праздники. И узнавая обычаи по этим праздникам, дети также познают, в общем-то, и сам край, сам Крым, потому что наши вот эти вот доисламские праздники, они напрямую связаны с жизнедеятельностью людей, да, то есть Наврез — это начало посевного сезона, Хадерлес — это окончание посевного сезона, и Дервиза — это праздник урожая. И в этих всех обычаях тоже заложен какой-то определенный смысл, который приводит ребенка к любви к своему краю. Также там есть такие вкрапления наших небольших таких вот элементов, как мы воспитываем, да, то есть уважение к старшим, как дети должны обращаться к старшим, там есть элементы, как мы целуем руки старшим. И есть еще такие этнические моменты. Я консультировалась с Майей Ханом Софет, с нашей поэтессой, которая также и специалист по сказкам. Она мне советовала, как назвать сказочных героев Калахаяна, Обур, Сирбаш Бахыш,
Это вот все ее советы. И также там есть такие элементы, как происходит процесс вышивки, и элементы немножко даже про ювелирные изделия. Это вот все такие маленькие вкрапления нашей этники в этот. И самое главное, что я хотела именно написать, это вот именно, чтобы это были наши крымско-татарские герои, и чтобы именно в Крыму происходило все. Чтобы наши дети имели своих собственных героев, и чтобы приключенческая история была именно в рамках Крыма. Вот я думаю, что книги учат этому. Любви к своему родному краю, любви к своему народу, к его обычаям, а также учат дружбе. Сусана ханым, я бала китапларны язмақ üçün озыны бала кеби исетмек керек, насыл сіз түшінесіңіз? Да, безусловно, безусловно. Я думаю, что мы все всегда до конца жизни сохраняем в себе своего ребенка, потому что когда мы становимся родителями, любой родитель скажет, что когда у тебя рождается ребенок, ты сразу вспоминаешь себя, каким ты был маленьким, да? Потому что ты смотришь, как растет ребенок, и это просто твоя же жизнь перед твоими глазами, как бы еще раз прокручивается. Поэтому мы никогда не забываем, какими мы были в детстве, и это остается глубоко внутри нас. Но чтобы писать для детей, нужно, конечно, разговаривать со своим внутренним ребенком, вспоминать, какой ты был, как ты мыслил в то время, сколько ты знал, потому что, конечно, современные дети знают намного больше, например, чем знала я в своем детстве, потому что у них совсем другие возможности. Но в то же время, я думаю, все равно они, конечно, не знают всего, и им нужно учиться, и им нужно познавать. И поэтому, вспоминая себя, каким я была ребенком, что мне было интересно, что я читала, вот именно вот эта вот база, что я любила именно, чтобы это было приключение, и чтобы это были сказки. И вот это вот мне помогло именно, чтобы сделать сюжет для своих книг. И плюс я смотрела, конечно, что читают современные дети. Один Гарри Поттер чего стоит, правильно? Какой фурор он произвел в мире. Поэтому понятное дело, что детям сказка интересна всегда. Просто сейчас она немножко приобретает немного иные формы, да, то есть идут современные сказки, фэнтези, поэтому как бы и я пыталась не стопроцентное фэнтези написать, но все равно с такими элементами фэнтези. Это именно вот столкновение сказочного мира и реального мира. Вот эти вот столкновения, они и рождают фэнтези, да, вот смотрим Гарри Поттера, он живет в реальном мире и попадает в волшебный мир, да, вот то же самое, вот это элемент фэнтези называется. Вот этот элемент я использую в своих книгах. Сусана ханым, я икейлерни сіз насыл язасыңыз? Бір нефесте, я да эпизодларны дайыма деніштіресіңіз? Вот смотрите, когда я писала сказки, достаточно было какой-то идеи, я садилась, и я писала всю сказку от начала до конца. Потому что сказки, они, короче, и как бы история сразу в одном повествовании от начала до конца заканчивается. Но когда я задумала писать первую книгу «Поплаченные манжаралары», я именно хотела написать многоглавную книгу, потому что для детей у нас не пишутся многоглавные книги, а это такой один из элементов в искусстве чтения, как бы новая ступень. Вот ребенок сначала начинает книгу, когда одна картинка и одно слово, да, это первая его книга. Потом, или вообще там никакого слова нету, ребенок сам должен называть, он нарисован на картинке. Вторая книга, там картинка и слово. Потом начинается большая картинка, 3-4 строки. Потом половина странички картинка, половина текста. И в итоге ребенок доходит до такого размера книги, когда книга начинает разбиваться на главы.
это уже, вот считайте, высший пилотаж. Когда ребенок доходит до многоглавной книги, то есть он уже опытный читатель. Он уже может выдержать темп, построить режим, как он будет читать. Вот мне именно хотелось написать вот такую многоглавную книгу. Поэтому многоглавная книга имеет свои собственные трудности написания, поэтому нужно иметь план. То есть у меня была идея, и я записывала эти идеи. Я записывала и формировала план, последовательность того, что случится. Потом я открываю Word-файл, пишу туда свой план, и потом сверху начинаю уже набирать тексты каждой главы. То есть я вот пишу первая глава, я ее пишу, а мой план снижается вниз. Вот я написала эту идею из плана, вычеркнула. Потом вторую главу и так далее. Потом я возвращаюсь, бывает, что мне какие-то другие идеи появляются, мне хочется переделать. То есть я, когда писала эти книги, я писала за один присест одну главу. Потому что больше написать не получится интересно. Нужно именно вот вложиться в одну главу, чтобы все, что вот в голове крутится, чтобы это все легло. В общем-то, я когда пишу, я сажусь, у меня определенная идея, что должно случиться. А какие слова выйдут, когда я печатаю, я не знаю. Я вот просто сажусь и отдаюсь этому делу и вперед. Начинаю набирать текст, оно само в голове крутится, и я просто его перекладываю в вордовский файл. Думаю, что я не училась никогда этому делу, но думаю, что приблизительно все писатели так действуют. То есть должен быть план, иначе не будет связанного повествования. А это очень важно, чтобы не было, что что-то случилось в начале, и я забыла, например, в голове моей это идет повествование, я не переложила на бумагу, и ребенок не понял, что случилось. Для меня я могу, знаете, как это психологический эффект, я знаю, что случилось, но если я не переложила это на бумагу, читатель не узнает. Поэтому нужно обязательно план. Сусана ханым, бала эдебияты үчүн, бала китаплары үчүн мыйым бир инжеликлеринден, меселелеринден бири бу иллюстрациялар. Мына иллюстрациялар üzerinde ким чалыша? Ну вот смотрите, дело в том, что я пишу же не профессионально, да, вы знаете, я не профессиональный писатель. Я пишу, потому что это как бы мое хобби. И издать книги я хотела именно потому, что просто мне хотелось познать этот процесс. Конечно, вообще иллюстрация для детской книги имеет огромное значение. И сегодня мы видим это, какие книги издают для детей, какие яркие, красочные книги издаются для детей. Но в жанре иллюстрации тоже есть такие возрастные категории. То есть чем младше ребенок, тем больше иллюстраций. Чем больше ребенок, тем больше текст. То есть вот такие многоглавные книги вообще должны быть мало иллюстрированные. Они должны именно способствовать тому, что ребенок читает и сам воображает, крутит вот это кино в своей голове, читая книгу. Поэтому как бы должна быть красочная обложка, а внутри не должно быть иллюстраций для многоглавных. Но когда я написала первую книгу, я дала ее почитать девочке 5 лет, Денис. Хотела посмотреть, на какой возраст эта книга будет, каким возрастом как будет восприниматься. Я увидела, что Денис очень хорошо ее восприняла, она ее полюбила, эту книжку. Очень много пришло позитивных отзывов от нее. И я решила, что да, наверное, все-таки книжка должна быть не от 10 лет, 9 лет, как я думала, но все-таки более широкий диапазон, от 5 до 12. Ну, раз от 5 лет, для 5-леток, конечно, нужна иллюстрация. И когда я писала свои сказки, я просила свою сестренку рисовать. Моя сестренка, она очень талантливая художница, но не профессиональная художница, она занимается совсем другим делом, тоже ее хобби. Она в детстве ходила в ИЗО-школу, и, то есть имеет базовые знания по ИЗО-искусству.
И поэтому я попросила ее рисовать иллюстрации к моим сказкам, которые публиковались в газете «Авде». И когда я написала фасолинку, я тоже попросила ее же нарисовать иллюстрации, мы с ней обсуждали. Вот она их рисовала, а мой племянник их в фотошопе обрабатывал, чтобы они были именно такого яркого качества, которые нужны для издания книг. На вторую книгу получилось, что Зарема, сестренка моя, она не смогла, у нее не было возможности рисовать в этот момент, и я рисовала сама. Вот так я своими собственными силами мы выкрутились семейными. Один художник, другой пишет. Но на самом деле, конечно, нанять профессионального, хорошего художника — это мечта любого писателя, чтобы его книги оформляли именно профессиональные художники, которые работают в жанре детской иллюстрации. Ну, у меня пока не было такой возможности. Хотя я, конечно, считаю, что это самое правильное, что должно быть, это именно обращаться к профессиональным художникам, которые понимают детскую психологию и знают, как рисовать для детей. Siz endi Susana hanım endi ikinci kitabını neşir etesiniz. Mına aslında bir kitabını neşir etmek için kıyın mı? Tecrübeniz ne? Lütfen paylaşınız. Да, основная проблема книгоиздания — это финансы. Потому что, в мире построен так процесс книгоиздания. Есть издательство, которое занимается изданием книг. Писатели высылают туда свою рукопись. И если, значит, издательству нравится, то книгу издают. Писатель получает свой гонорар, там в зависимости от того, бывают разные договорные условия, но в основном процесс такой, что именно есть профессиональные издатели, есть профессиональные писатели, и они работают друг с другом. В моем случае у меня нету, естественно, никакого издателя, мне некому было вот так обратиться, чтобы отослать рукопись, и кто-то бы заинтересовался ее издать. Поэтому я хотела издать книгу. Для чего? Потому что когда вы издаете книгу официально через издательство, вы получаете специальный номер. Этот номер гарантирует, что ваша книга попала в мировой фонд книг и осталась там навсегда. То есть она никогда не пропадет бесследно. Она уже зарегистрирована, этот электронный вариант ее, он уже сидит в мировой базе данных. Поэтому мне хотелось издать книгу для этого, чтобы она не пропала. Издавать мне пришлось очень маленьким тиражом, всего по 100 экземпляров тиражи, потому что мне приходится самой оплачивать это, а это достаточно дорогое дело. И мы распространяли эту книгу. Первая книга практически распространялась среди тех, кто ее заказал. Только они покупали, и я еще 30 экземпляров дарила друзьям и в библиотеке. И вторую книгу то же самое. Мы вот сейчас издали с помощью магазина «Хазине», который мне помог в этом случае, разделить затраты на издание. Мы 50 на 50 оплатили, и магазин «Хазине» сейчас распространяет вторую книгу. Вот буквально со среды, с 17 ноября, книга в магазине «Хазине». Пожалуйста, всем, кому интересно, пожалуйста, приходите покупайте. И 30 экземпляров снова я дарю друзьям и библиотекам. Также я хотела сказать, что во второй книге для тех, кто хотел бы приобрести, там есть специальный QR-код, на который, если вы телефоном наведете, у вас будет электронная версия книги, первой, и можно, если вы не покупали первую книгу, прочитать первую в электронном виде, а вторую уже купив прочитать. Я бы хотела, конечно, чтобы крымско-татарский бизнес, он развился, вот именно издательский бизнес, он развился до вот таких масштабов,
когда издательства искали бы писателей, хотели с ними сотрудничать и имели бы свои собственные фонды, чтобы они могли вложиться в издание, да, и продавать. Хотелось бы, чтобы на сегодняшний день у наших издательства это в основном они делают верстку книги, регистрируют ее и отдают в типографию. Что у них нет средств на то, чтобы оплатить гонорар писателю или на маркетинговые продвижения книг на рынке. У них нет таких средств. Вот очень хочется, чтобы наши издательский бизнес вырос до таких масштабов, когда писателям бы не пришлось самим думать о том, как издаваться. Понимаете? Это большой вопрос. И я знаю детских писателей, которые пишут в стол и не могут издаться. Аллах шкур, я сама зарабатываю совсем другой профессии и имею возможность хотя бы издаться вот в таком тираже. А есть люди, которые очень талантливые и пишут замечательно для детей, но их книги не доходят до детей, потому что у них просто нет средств для издания. Сусана ханым, мына месафилерге бахмадан, сіз Канадада яшайсыз, ама Кенияда Кырымнен бағларыны тутасыныз ве китапларыны нешир етесініз, шының үшін ішіңізді әлбетті ки девам етіңіз, ве небетіки суалим бөле олacak. Büyükler için yazgan yazıcılar daima seslenuvlerini bekleyler. Ya balalarga kelgende bu nasıl ola? Да, обратная связь, конечно, для любого писателя, ну, в смысле, я не писатель, для любого автора, я себя так называю, автором, для любого автора это имеет очень большое значение, потому что хочется понять, ты пишешь что-то такое, что нужно, интересно, или это просто написано в пустоту и никому не нужно. Поэтому, конечно, очень хочется знать мнение самих читателей. Что касается взрослых, конечно, это вот если следовать издательскому бизнесу, например, Западу, популярность и понять, нравится книга или не нравится книга, автору достаточно знать, сколько книг продалось, да? Или вот такие вот моменты, да, когда автор понимает. Потом у авторов часто бывает свой сайт, и туда люди пишут свое мнение и так далее. Бывают встречи с автором, то есть вот этот вот маркетинговый ход, когда люди приходят вот так, как я пришла к вам на телевидении, рассказывают о своей книге, ну, при большой аудитории, и общаются там с аудиторией. С детьми немножко другая история, потому что дети, естественно, не будут мне писать лично или не будут мне отправлять какие-то, я не знаю, видео свои. Это все мне приходится общаться именно с родителями детей. Но у меня такой небольшой тираж книг, что я практически знаю минимум 50% своих читателей в лицо, потому что они у меня заказывали книгу, я конкретно знаю их. И я писала, когда вот они выкупали книги, я им писала: пожалуйста, напишите, что вы думаете, пожалуйста, как ваш ребенок почувствовал эту книгу, прочувствовал. И писали мне люди, родители были, которые откликнулись, писали. И Аллах шкур, я получила только положительные отзывы. Мне очень приятно, что детям книга подошла, всем понравилась. Я надеюсь, что вот, может быть, через вашу передачу родители услышат про эти книги. Пожалуйста, приходите в библиотеках имени Гасфринского, в школьных библиотеках, школа 44 в Симферополе, Бахчисарайская национальная школа, Юконар национальная школа, Старый Крым национальная школа. В них я передала по 2 экземпляра, вы можете взять и почитать в этих библиотеках, если вы не смогли приобрести.
Яда хазине, яда мелкум хазине тюкянда бу китапларны алмага. Сусана ханым, не бетеки суалим были оладжах. Сыз яшайсыныз инглиз тилинин ташыжыларынын муйтынды. Ве билесиз, бир дигер миллетлер дайыма айталар, мына Кырым татар эдебияты инглиз тилине тержиме этилми. Яна сылсыз түшінесіңіз. Мына сызын эсерлеринин, бақлачықларының мажыралары олсын. Ве дигер мына экинчи китабыныз, оны инглиз тилинин ташыжысына мерахлы олырмы? Оле асылында оле фикрлерiniz бар инглиз тилине тержиме этмеге? Ну, из-за того, что мои дети здесь родились, и они в основном, конечно, говорят на английском языке, читать на русском они не могут, на крымско-татарском тоже, поэтому, вернее, старшая дочь может уже читать на русском, но вот так, чтобы прочитать целое произведение, было тяжело. А мне было важно мнение моих собственных детей тоже, потому что у нас, в общем-то, вкусы в книгах не очень совпадают. Мои дети читают совершенно других писателей, современных, английских, американских, канадских. Я даже не могу протолкнуть английскую классику детскую для них. Они отказываются читать. Современные дети читают все только современное. Очень интересный такой вот момент. Поэтому мне было важно знать, какое у них мнение по моей книге. И я просто в Google кинула текст. И, конечно, он очень грубо переводит на английский язык, но перевела и отдала почитать старшей дочери. Ей очень понравилось. Ей очень понравилось. Она сказала, если бы здесь вот ты бы дала бы какое-то, может быть, предисловие, да, где бы больше описала, что такое Крым, вот эти вот какие-то этнические моменты, объяснила бы, потому что там очень много этники и географические точки тоже, да, то есть вот я пишу там, например, Мисхор, да, но я не описываю для наших детей, что это такое, это место. То есть они знают, что такое Мисхор, проживают в Крыму. Если вот это вот дать в начале, в предисловии какое-то объяснение, она сказала, это будет интересно детям. Я думаю, что здешние дети будут тоже читать. Потому что она прочитала, и ей очень понравилось. Поэтому я думаю, что, конечно, если у нас есть литература такая, чтобы, как сказать, даже с этническими элементами, если давать какие-то объяснения или давать ссылки. Потому что вот я, например, читаю очень много зарубежной литературы, и они все снабжены тоннами ссылок. Потому что вы не можете, живя в своей стране, знать все нюансы в другой стране. Да? Там и перечисление каких-то песен, и произведений, каких-то обычаев, блюд и так далее. И потом идет ссылка и объясняет, что это такое. И все, и ты читаешь совершенно спокойно. Поэтому думаю, что наши книги в переводе на английский язык тоже вы имели своего читателя здесь. И не забывайте еще о том, что у нас, например, в Америке есть огромный пласт детей крымско-татарских, которые говорят на английском языке. Волей-неволей они все равно будут говорить больше на английском языке, чем на своем родном языке, потому что среда влияет. И для них вот такие бы книги наших крымско-татарских писателей на английском языке, они бы тоже открывали бы двери в Крым. Правильно? Они бы лучше знали свою родину, живя так далеко. Сусана ханым, бала эдебиятына, Кырым татар масалларны популяр этмек үчүн насыл басталар кулланмак мүмкүн? Mesela мультфильмлерде, фильмлерде böyle şekilde оларны тагдым этмек, бу böyle васта ола билеме, насыл сиз түшүнесиңиз? Вот помните, на АТР была Ахшам Масала передача, да? Вот это вот очень такой вот вариант. Я считаю, что один из самых таких хороших вариантов для знакомства детей с родной литературой, с литературой на родном языке. Это вот то же самое, что вот когда мы были детьми, у нас было в гостях у сказки, да? Когда шло именно рассказ о литературном произведении, какой-то читался отрыв, и потом шел мультфильм или фильм по этому произведению. Очень бы хотелось, чтобы вот такое же было и по нашей родной литературе.
Что именно сначала, чтобы был рассказ, чтобы можно даже приглашать писателя или поэта, чтобы какая-то была беседа, можно прочитать, и потом шел, конечно, мультфильм или фильм. У нас нет практически мультфильмов по своим книгам, по своей литературе. То, что мы создаем на Крым Junior, у нас есть по некоторым сказкам, они больше похожи на аудиосказки, чем мультфильмы, они не очень такие подвижные. Ну, это как бы первый шаг. Первый шаг, потому что, конечно, очень бы хотелось, чтобы именно наши литературные произведения имели свою экранизацию в виде мультфильма или в виде кино, или в виде сериала. Я не знаю, можно даже театральную постановку сделать. Пусть будет театральная постановка, и ее запишут на видео и показывают в форме кукольный театр. В общем, столько много возможностей это сделать, но это нужно именно экранизировать и вот подавать в таком виде. Я, например, помню, что когда были в гостях у сказки, и когда рекомендации шли какой-то книги, я шла в библиотеку и искала эту книгу. Я была ребенком, я смотрела, и я шла и у библиотекаря спрашивала, а есть такая книга? Вот в гостях у сказки рассказывают. И это повышает очень интерес у детей. Я считаю, что это очень хороший ключ к тому, чтобы разрешить вот эту вот проблему снижения интереса к чтению детей. Сусана ханым çok sağolunuz böyle meraklı sohbet için. Biz sizge can yürekten minnetdarmız ve bütün işlerinizde biz sizge icadi muvaffaqiyatlar tileymiz.